тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин навбат дар доираи барномаи Серино гуфта мо тасмим гирифтем ки бо варзишгари мунтахаби Тоҷикистон оид ба Гӯштини Тарзи Озод, нафаре ки 2 сол аст ки дар арсаи байналмилалии Тоҷикистонро муаррифӣ дорад, мусоҳибаи ошкорае анҷом дода бошем. Абдулмаҷид Кудиев. Абдулмаджид, рад приветствовать тебя у нас в центральной студии. Наконец-то мы встретились. Прежде всего хочу поздравить тебя с бронзовой медалью на чемпионате мира. Какие ощущения? Я так понял из твоего инстаграма, что ты не совсем доволен результатом. Спасибо большое. Приветствую всех. Доволен, но, конечно, хотелось бы все равно первое место, выиграть золотую медаль. Но бронза тоже мы только начинаем. Пока с бронзой начали. Посмотрим дальше в будущем. Давай проясним один момент. Это были не олимпийские весовые категории. Да. Для обычного телезрителя это не совсем понятно. Просто объясни, в чем отличие такого чемпионата мира от обычного стандартного чемпионата мира. Ну, там ничем не отличается, только весовые категории. У нас в борьбе 10 весовых категорий, из них 6 олимпийские веса, а 4 не олимпийские. И каждый раз у нас же в 4 года Олимпиада будет каждый раз. И в этом олимпийском году чемпионат мира в олимпийских весах не проводится, и они все борются эти веса на Олимпиаде. И остальные 4 веса всегда проводится чемпионат мира отдельно для них, для 4 весовых категорий. И еще на этом чемпионате мира не имеют права участия вольники, которые выступали на Олимпиаде. Да, те, кто боролись на Олимпиаде, не могут они выступить на чемпионате мира. Это делает легче соревнования или нет? Не знаю даже, но как мне показалось, это было еще жестче соревнования. Пожестче были, потому что там... Все злые, да, потому что не выступили на Олимпиаде? Те, кто все не попал, кто в весовой категории 65 килограмм не попал, кто 74 не попал, они все одни сбрасывают вес, другие набирают, все собираются в одной весовой категории. Поэтому жестче, да? Да. Так, как оцениваешь свои результаты с 23-го года по текущий момент, с тех самых пор, как ты присоединился к сборной Таджикистана? Ну, первый год, честно сказать, даже первые полгода было очень тяжело. Как-то, я не знаю, я не освоился, что ли, в такую иностранцем, спортсменом. Чуть тяжело было, я не знаю, я проигрывал там балл каждый раз. И, честно сказать, хотелось побыстрее показать результат. Я знал, что от меня ждут, но первые 1,5-2 года очень тяжело было. Я там несколько соревнований подряд проиграл. Не знаю. Какое соревнование самое обидное было? Честно сказать, самое обидное, это мой первый чемпионат Азии. Я боролся с японцем первый круг. Я вел со счетом 2-1, и в итоге в конце там оставалось даже не секунда, а миллисекунды. Оставалось от того, что я его толкнул в шею, судья дал ему балл, и я проиграл. Я вообще даже не мог поверить, что вот такое может произойти за миллисекунды. Ни атаки он не провел, ни я не провел. Мы просто стояли, и судья берет балл, дает. Я не знаю, как-то предвзятость таджикскому спортсмену или как-то у них, я не знаю, дали. И я проиграл, мы еще челлендж на рассмотрение кинули, и все равно они не дали мою победу, и вот это было мое самое обидное. Ну, конечно, последний лицензионный, когда я отбирался на Олимпийские игры, это же у каждого спортсмена своя мечта попасть, побороться, выиграть Олимпийские игры. И когда там проиграл, это, честно сказать, даже иногда в голову мысли приходили, зачем эта борьба нужна, может оставить. Вот так, честно сказать, тяжело бывает, когда вот такой момент. А ты в целом как воспринимаешь поражение? Ну, кроме лицензионного турнира. Ну, я стараюсь особо внимания не обращать, потому что всегда близкие поддерживают. И после побед есть победы, есть поражения. Они всегда же чередуются, и они всегда меня утешают. Ну, а так бывает тяжело, но все равно себя в душе успокаиваешь, что дальше будет еще лучше, будешь тренироваться еще лучше, будет лучший результат. Стараешься себя успокоить. Ты ведь воспитанник дагестанской школы борьбы. И также выступал на молодежном юношеском уровне за сборную России. Да. Как ты оказался в сборной Таджикистана? Ну, я, боролся в России, но там тоже, честно сказать, были неплохие результаты. Мы же все оказались под этими санкциями, и уже надо было
нас не выпускали никуда на международные турниры, и надо было найти себе страну. И у меня есть тут друзья, можно сказать, дяди, да, там моего брата тренера, таджики, они иркутские тренируют Махмадбеку. И как-то через брата они мне сами предложили сперва, может, там перейдешь за нас, поборешься. В первое время я этому внимания особо не уделил, и когда уже все Россию полностью запретили на международные турниры, и я сам потом обратился к своему младшему брату, сказал, поговори с тренерами, может, мы за них поборемся, будем выступать за Республику Таджикистан. И он поговорил с ними, и вот так через них, через мэра города, они, его друзья тоже, вот так как бы перешел я. А предложения из других стран были тоже? Предложения были, но мы их особо и не озвучивали. Просто в Таджикистане мне обещали самую быструю за год, я уже через пару месяцев мог бороться, а другие страны, ни одна страна не могла мне гарантировать, что они мне могут дать паспорт, чтобы я мог на Олимпиаду отобрать. Я думал, что тебя позвал Юсуф Абдусаломов. Нет? Нет, меня вот дзюдоисты, эти мои друзья близкие, очень Фатех Махмадбеков, Эргаш Махмад, они мне помогли, также Сомон Махмадбеков. В целом, с того самого момента, как ты получил гражданство Таджикистана, начал выступать за нашу сборную, дважды выступил на чемпионате Республики Таджикистан. Это обязательная процедура, Да. чтобы отобраться в сборную. 2 раза стал чемпионом. Как оцениваешь уровень вольной борьбы в Таджикистане? Ты боролся с нашими ребятами. Не, конечно, уровень у нас неплохой. Есть ребята у нас, которых занимаются со мной, таджики в Хасавюрте, там даже вот на данный момент у нас учатся в той школе, в которой я тренируюсь. Человек 10, наверное, учатся, тренируются, там же живут. И в самом Таджикистане тоже есть ребята. Я когда приезжаю, стараюсь каждый раз посетить зал, потренироваться. Есть молодые ребята, но взрослых уже, можно сказать, все они уже возрастные. Там есть несколько ребят. Но молодые есть очень сильные ребята, которые могут себя показать на мировом уровне. Вот сейчас недавно, полгода назад проходил чемпионат Азии, по юношам я там видел, 3-4 ребята заняли там призовые места. Чемпионом тоже вроде один стал, точно не помню по юношам. Есть, но в основном же надо акцент делать на, если мы хотим развивать борьбу, на юношей, на молодежь, оттуда все начинается. Ты отметил Хасавюрт, что наши ребята там тоже проходят сборы, тренируются. Это кузница подготовки мировых чемпионов Да. по вольной борьбе, в целом Да. по борьбе. Ну да, у нас в Хасавюрте очень много олимпийских чемпионов. Именно даже в том зале, в котором я тренируюсь, там, можно сказать, человек 10 есть, наверное, олимпийских чемпионов. Кто самый популярный? Самый популярный, я думаю, это двукратный олимпийский чемпион Мавлид Батыров. Прекрасно. По твоему мнению, человек, который уже опытный, видел много спортивных залов, школ, в чем кардинальное отличие в подходе к подготовке спортсмена в Хасавюрте и во всех других местах? Ну, у нас в основном, и, честно сказать, у нас очень много ребят тоже занимаются борьбой, и все равно среди них по-любому есть такие ребята, которые одаренные, у них с детства и мышление борцовское очень хорошее. Ну, и тренера у нас очень грамотные, хорошие тренера. У нас прям таких сверхзалов, таких прекрасных возможностей для тренировок нет. У нас есть средние для нас, которые средние такие Условия? Да, условия для ребят, чтобы тренироваться. И в основном ребята жаждут, там, можно сказать, каждый такая конкуренция у нас бывает в зале, могут быть там несколько призеров России, призеров мира. Сейчас у нас даже в моей весовой категории, в которой я борюсь, 65 килограмм, у нас есть ребята, там чемпион мира, есть Абаз Гаджиев, именно потом Далгат, там ребята очень много, которыми приходится за каждый балл рубиться. Я считаю, именно насчет конкуренции у нас все время ты должен находиться в форме, и из-за этого у нас есть результат. Раз нет таких, скажем, суперских условий, все по-спартански, тогда почему люди со всего света съезжаются в Хасавюрт для прохождения сборов? В частности, наши ребята. Ну, это, как и сказал, у нас конкуренция, и все хотят спарринговаться с лучшими. Каждый борец, у нас, как говорит тренер, если ты хочешь добиться успеха, ты должен работать с теми ребятами, которые лучше тебя уровнем. И ты посредством них сам тоже набираешь. Ну, все, наверное, также приезжают, чтобы побороться с лучшими, научиться чему-нибудь у них.
каким-то определенным навыкам новым, Да, да? да, ну таких сверх этих нет. А влияет ли атмосфера? Атмосфера вот этих залов, атмосфера вот этих сборов в горах? Да, честно сказать, когда ты проходишь со сборной Дагестана, со сборной России сборы, там, когда видишь этих ребят голодных, которые они хотят, каждый из них хочет себя показать, каждый из них хочет стать первым номером, и ты сам тоже мотивируешься, хочешь, сейчас там проходишь сборы, например, там бывает с тобой вместе в одном зале тренируюсь, там двухкратный олимпийский чемпион, человек 5-6 на одних сборах, и ты, атмосфера такая бывает, очень такая напряженная, и каждый, как я еще раз сказал, за каждый балл с каждым тебе приходится рубиться, э, отстаивать свои права, да, показывать себя. Ты бронзовый чемпион России Да, и один раз чемпион по молодежи. да, тупиковая Россия у нас бывает, да, у нас без отбора. Мгм. И вот, ну, бронзовый, по молодежи бронзовый был, потом Ю-23 был вторым, и взрослый чемпионат перед олимпийский бронзовым был. Прекрасно. Говорят, что выиграть соревнования по вольной борьбе по России сопоставимо почти по тому, что ты чемпион мира. Насколько это правда? Может, было раньше, честно сказать, так, но сейчас вы сами видели. Не сейчас. Я имею в виду по прежние годы, когда... Да, раньше было еще, если тем более во времена СССР, это было, наверное, если ты выиграл СССР, ты уже, можно сказать, и олимпийский чемпион, чемпион мира, это очень тяжело было. Ну, на данный момент тоже очень тяжело, как я сказал, там в одном весе могут быть несколько чемпионов мира, и с каждым, любой из них может отобраться на чемпионат мира, и который отбирается, можно сказать, 90% ребята, которые отбираются с России на чемпионат мира, из них 90%, можно сказать, по-любому без медалей домой не уезжают. Прекрасно. Тебя в нашу сборную позвали твои друзья, Да. тебя пригласили. Какие еще факторы повлияли на то, что ты определился с Таджикистаном? Кроме того, что быстро сделали еще паспорт. Выигрывал. Вот, мне всегда хотелось, чтобы он всегда ездил один, у него не было никого с ним. И мне всегда хотелось с ним вместе, чтобы мы вместе ездили, боролись, показывали результат. Но чем даже мои друзья другие, в основном он, благодаря ему я, наверное, перешел. Мы с ним даже, можно сказать, с 7 класса в Хасавюрте вместе учимся, вместе живем. Это мой близкий друг. Мы, можно сказать, посредством него больше повлиял он на меня, что я перешел в Таджикистан. 24-й год фактически уже близок к концу. Какие планы на 25-й год? 25-й год, но основная цель, наверное, это две цели у нас. Это чемпионат мира и азиатские игры будут проходить в Саудовской Аравии. Это для Таджикистана, для Азии. Азиатские игры чуть ли не приравниваются к Олимпийским играм. Будем готовиться туда. Тем более после не совсем приятного Да, опыта в удавшегося. Ханчжоу. Да. А в Ханчжоу почему не пошло? Ханчжоу даже не знаю, ну каждый старт, я же как сказал, что как перешел, я не знаю, может волнение, мне хотелось побыстрее результат показать от этого, или переживал слишком, вдруг я проиграю, от меня ждут все, например, здесь в Таджикистане очень много ждут все время, говорят, вот Абдулмаджид перешел, он должен показать хороший результат. Естественно, от Да, легионеров и все ждут. и я думал, может из-за этого чуть так психологически не так подошел. Я даже там первую схватку я выиграл там призера мира, третьего призера мира с Киргизии. Даже ему 10-0 сделал, выиграл, а другую схватку непонятно, которая скорее КНДР, да. Первый раз я его видел, я ему проиграл. Там тоже даже Недооценки соперника не было? Недооценки у меня никогда не бывает. Я всегда стараюсь даже на самого сильного и на слабого одинаково настраиваюсь, ухожу, борюсь. Подготовительный процесс также будет за пределами республики, либо же планируешь один из сборов провести в Душанбе с местными тренерами? Если будет сбор, конечно, хотелось бы приезжать сюда тоже с ребятами здешними молодыми, тоже побороться, может чем-нибудь поделиться. Но в основном, когда уже остается до соревнований, там немного времени, все равно хочется у себя дома или где-нибудь в хороший там сбор пройти, 2-недельный, 3-недельный сбор. По-любому, когда ты проходишь хороший сбор, ты себя хорошо чувствуешь на сборах дома. Там очень много ребят, с которыми борешься, на которых ты можешь себя в форму привести. Дома намного лучше бывает. Давай теперь перейдем от спортивных тем к околоспортивным, либо же темы, которые будут раскрывать тебя как просто личность. Кем бы ты стал, по-твоему, если бы не стал вольником?
даже не знаю, честно сказать, кем бы стал. С детства была мечта только вольная борьба? Да, ну, с детства, с 10 лет, как меня старший брат забрал, ну да, вольная борьба. Ну, наверное, основное сельскохозяйственное что-нибудь. Мне очень сильно нравится там проводить время лошадьми, там, животными на даче, там, у себя в горах, там. Дома огород есть? Конечно, без этого никак. Что выращивали? У нас все есть. Картошка, там, помидоры, все выращивают. Да, у меня родители проживают высоко в горах, там, даже от города где-то 150-200 километров. У нас там у отца есть бараны, коровы, лошади. Все, короче, все, что можно в сельском хозяйстве сделать. Обычно у борцов не совсем хорошо с делами в школе и в университете. Как ты оканчивал школу? Школу, ну, не отлично, не на двойки, не тройки, нормально, неплохо. Какими предметами больше интересовался? Ну, прям таких не было, который именно интересовался. Предмет прогиб, предмет проход. Да, это физкультура, да? А кроме вот этого всего, какое-нибудь хобби еще есть, кроме сельского хозяйства? Ну, я как сказал еще раз, я очень сильно увлекаюсь лошадьми. У меня у себя есть несколько лошадей. Я вот приезжаю в Таджикистан, тоже меня сразу друзья забирают. Мы в горы едем, как я, честно сказать, забыл, как вот эта игра барашек перетаскивает. Бускаши. Скажи, Козлодрание. да, постоянно мы в прошлом году... Кстати, как тебе наше козлодрание? Это вообще отлично. Я в прошлом году приехал. Я здесь 2 недели находился, мы где-то 3-4 раза. Одна заканчивалась, мы в другое место ездили, там катались, вот эту игру. Именно прям в гушу заходили, смотрели. Это очень интересно. Кстати, это немножко травмоопасно. Да, там перед нами человек упал, даже у него что-то сломал. Но все равно ты был в гуще. Да, очень интересно. Это друг мой был Мухаммадхон Мухаддинзаде. Икрома Мухаммадхон. Он тоже борется, он забирает, он тоже очень сильно любит. Мы постоянно ездим. Сейчас тоже как раз мне предлагали пойти покататься на лошадях после этого. Записи. Да. Что еще тебе понравилось в Таджикистане, кроме козлодрания? Плов. Что еще может понравиться? Плов очень нравится здесь. И ну, здесь Душанбе, очень сильно развивается, как приезжаешь здесь. Все мои друзья вот со мной, я привел своего друга, он думал Душанбе, все же говорят, Душанбе там 80-90% горы, он думал горы, он это когда здание, все видел, это говорит, очень красиво, тут постоянно удивляется, такое здание здесь, такое здание, везде снимает, ходит, очень красиво, честно сказать, сильно развивается. Даже я в прошлом году приезжал, вот это парламент, да, как это? Да, новое здание парламента. Да, новое здание, там ничего не было, увидел, я в шоке, это что такое, думаю, да, как за год столько всего сделали. Пофоткался? Да, конечно. Смотри, вернемся к основной теме напоследок. Естественно, все от тебя ждут, кроме медалей и призовых мест на различных международных соревнованиях, итоговая конечная цель – это Олимпиада. Да. Правильно? Да, Олимпийские игры. Какие ошибки ты хотел бы исправить к следующей квалификации и к следующим отборам, чтобы в итоге попасть на Олимпиаду и чтобы в итоге добиться своей цели? Ну, в этом году, честно сказать, я прямо то, что я был слабее своих соперников или что-то я так, можно сказать, не так проиграл, а из-за своей неправильной подготовки, неправильной сгонки веса, не так подводил к себя соревнованиям. Конечно, после этого мы с тренерами делали выводы, ошибки свои исправляли. Даже после мира, сколько я в зал приходил, мы сколько работали над своими ошибками. Но в основном у меня бывало, что я после весогонки не восстановился или там перед соревнованиями заболел. Как раз перед Турцией я очень сильно температурил, даже в день борьбы. Там уколы делали, боролись мы. В основном не из-за подготовки, можно сказать, не удалось завоевать лицензию. То есть, устранив вот эти мелкие проблемы? Да. Подлечив травму, я думаю, все будет намного лучше, чем в прошлый Кстати, раз. ты знаешь, да, опыт Юсуфа Абдусаломова? Да. У него тоже на первой Олимпиаде не получилось. Да. А уже на второй? На первом мире тоже ничего не получилось, на втором мире. Прекрасно. Сейчас на третьем еще лучше постараемся. Обязательно. Твой кумир? Мой кумир это Заур Угуев. За какие олимпийский качества? чемпион. Он олимпийский чемпион, и он не только в борьбе, он как человек, я его очень сильно уважаю. Он всегда, я даже помню, когда я только в сборную попал, я даже, можно сказать, не был никто в борьбе именно, я даже не выигрывал ничего, я в сборную попал, он
и даже подходишь к нему пару, он всегда брал, объяснял здесь так, показывал мне как что. И как человек мне очень сильно нравится, его характер, его доброту. И Абдулмаджид, как профессиональный спортсмен, человек, который по натуре такой спокойный, что бы ты посоветовал юным борцам из Таджикистана, которые прямо сейчас смотрят нашу передачу? Ну, как мой тренер говорит, первое это дисциплина. Вовремя вставать, вовремя ложиться, вовремя на тренировки приходить, не пропускать тренироваться, учиться. И самое главное, слушать своих родителей. На вот такой прекрасной ноте мы с тобой завершаем эту передачу. Абдулмаджид, спасибо большое, что принял наше приглашение. Мы понимаем, ты уставший с дороги, буквально вчера приехал и уже сегодня у нас в центральной студии. Мы желаем тебе только побед, мы держим за тебя кулачки на всех соревнованиях, смотрим и желаем тебе, естественно, удачи на предстоящих соревнованиях. Все, спасибо большое всем. Хотелось бы поблагодарить также всех зрителей, всех болельщиков вольной борьбы Таджикистана, также нашего вице-президента борьбы Наджамшед Машрафзода. Он, я думаю, он самый больше среди нас переживает, который болеет очень сильно. Именно он очень сильно хочет, чтобы развивалась борьба именно в Таджикистане. Ему тоже огромное спасибо. Прекрасно. Тамошобини азиз дар ҳаминҷо нашри навбатии барномаи серино гуфта ба анҷом мерасад. хотиррасон мешавем ки меҳмони имрӯзаи мо буд варзишгари мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи озод Абдулмаджид Кудиев. То нашрҳои дигар сарбаланду онобод бошед. Хайр.